Камил, какими направлениями вы занимаетесь в отделе ветеринарного надзора Россельхознадзора? Контроль в сфере ветеринарного надзора, контроль в сфере обращения лекарственных средств и контроль в сфере обращения с животными. Как бы вы охарактеризовали ключевые задачи ветеринарного надзора в регионе за последний год? Проведение контрольно-надзорных мероприятий без взаимодействия, то есть те же самые профилактические мероприятия, и проведение контрольно-надзорных мероприятий с взаимодействием. То есть это выездные проверки, инспекционные визиты и тому подобное. Хорошо, Камил, давайте мы начнем нашу игру. Если вы готовы, у нас 10 вопросов и 3 подсказки, из которых вы можете выбрать 2 оптимальные. Это 50 на 50, право на ошибку и звонок другу. Что выберете? 50 на 50 и право на ошибку. И первый вопрос звучит так. Что кладут у порога при вводе невестки в дом? Веник с ковриком, список дел по дому, расписание приема пищи кошки, пожелания свекрови. У порога кладут веник с ковриком. Изначально в старину люди считали, что если невестка умна, она уберет это с порога перед тем, как войти. Ну а если она глупа, то она просто переступит веник с ковриком. При вводе невестки в дом у порога традиционно размещают веник с ковриком. Невеста должна аккуратно убрать эти предметы с дороги. Абсолютно верный ответ. Второй вопрос. Сколько домов построено на первой линии 5-го района Грозного? 10 домов, 20, 30, 40. Так, уверена, что это точно не 10 и не 20 домов, но давайте 30. 30. На первой линии нового 5-го района Грозного построено 30 многоквартирных домов, выполненных в восточном стиле. Абсолютно верный ответ. Третий вопрос. Как называются нагрудные карманы на черкеске? Нагрудные карманы, лядунки, газырницы, эполеты. Ответ газырница, потому что на тот момент горцы клали туда патроны или же порох. Это было на тот момент очень удобно. Нагрудные карманы на черкеске называются газырницы. Абсолютно верный ответ. Они служили для ношения газырей, содержащего заранее отмеренный пороховой заряд и пулю. Газыри были необходимы для кремниевых ружей до появления современных патронов. Четвертый вопрос. Какая тема рассматривается в рассказе Саида Бадуева «Колодец»? Обычаи избегания, одиночество, конфликт поколений, поиск смысла жизни. Вообще в рассказе Саида Бадуева «Колодец» изначально рассматривается тема наших обычаев и традиций, но в частности именно в данном рассказе затрагивается тема обычая избегания. Данный обычай хорошо раскрывается именно в моменте, когда родители, видя, что их ребенок в опасности, никак не могли к нему подойти, чтобы ему помочь. В рассказе «Колодец» Саид Бадуев размышляет об обычае избегания. Абсолютно верный ответ. Этот обычай характеризуется своеобразными табу на публичное проявление родительских чувств, знаков внимания родителей к детям, а также молодых супругов друг к другу в присутствии старших родственников. Пятый вопрос. Когда на Грозненском аэропорту оборудовали искусственное летное поле? В 1938 году, 1957, 1977, 1992 году. Что-то мне подсказывает, что первые два варианта, 38 и 57, они не могут быть, но 92 или 77 год. Давайте 1977 год. Аэропорт Грозный начал свою работу в 1938 году с осуществления первых почтовых перевозок и санитарных рейсов. И до 1977 года аэропорт имел только грунтовую взлетно-посадочную полосу, что ограничивало типы самолетов, способных совершать посадку. Шестой вопрос. Из скольких палат состояло народное собрание? 1, 2, 3, 4 палат? Уверенно могу сказать, что было именно 2 палаты, потому что первая палата называлась палатой старейшин, а вторая палата – палата представителей. Ответ – 2 палаты. Народное собрание представляло собой двухпалатный парламентский орган. Абсолютно верный ответ. Первая, нижняя палата, состояла из избираемых народом сельских старшин, а также лидеров тейпов и военных предводителей. Вторая, верхняя палата, включала духовенство и выдающихся людей, имевших особые заслуги перед Отечеством, а в ее состав входили также бывшие главы, занимавшие пост мягкда, а также главы дистриктов и генералы. Седьмой вопрос. Кто исполнил роль Самура в фильме «Загадка Кубачинского браслета»? Дагун Амаев, Альвединиев, Гений Дадаев, Ахят Гайтукаев. Так, данный фильм, если я сейчас не ошибаюсь, был снят еще в 1982 или в 1983 году.
Конечно же, там снимался знаменитый советский и российский, чеченский народный артист кино и театра Дагун Амаев. Правильный ответ Дагун Амаев и «Загадка кубачинского браслета» — советский фильм 1982 года режиссера Рафаэля Гаспарянца. Это лирическая комедия по мотивам автобиографической повести дагестанского писателя Ахмедхана Абу-Бакара «Браслет с камнями». 8-й вопрос. Кем был Термол? Политиком, проповедником, воином, летописцем? Так, я сейчас сомневаюсь между вариантами проповедник и воин, потому что был момент, когда я изучала саму эту историю, было указано, что он еще и если не ошибаюсь, в 1707 году участвовал в сражении с генералом. Так. Воин или проповедник? Но я еще и склоняюсь к варианту проповедник, потому что... так. Потому что был момент, когда я изучала, и где-то его еще называли первым имамом Чеченской Республики. Воин или проповедник? Давайте. Может, политик? Политик? Может быть. Может быть, проповедник? Может быть. Ваш ответ? Проповедник. 50 на 50. Не. Или все-таки? Давайте 50 на 50. И у вас остается Б и Д. Проповедник, либо летописец. Тогда проповедник. Термол — это известный проповедник и распространитель ислама в Чечне во второй половине XVI века. Абсолютно верный ответ. 9-й вопрос. Кто составил современный чеченский алфавит на кириллице? Адольф Дир, Георгий Климов, Петр Услар, Николай Яковлев. Так, мне почему-то кажется, что именно Николай Яковлев, потому что по истории еще это было начало 1930-х, и ближе к 1940 годам в Советском Союзе началась даже не реформа, а как бы правильно сказать? Компания. Такая кампания, когда люди начали, точнее именно ученые, начали изучать другие языки других народов на территории Советского Союза. И участвовал там также и Николай Яковлев. Поэтому ответ Николай Яковлев. В 1938 году в рамках процесса перевода письменностей народов СССР на кириллицу Николаем Яковлевым был составлен чеченский кириллический алфавит, который используется по настоящее время. Абсолютно верный ответ. И финальный 10-й вопрос. Как вы думаете, про что будет? Честно, после всех прошлых вопросов даже догадок нету. 10-й финальный вопрос звучит так. В какой залив Каспийского моря впадает река Терек? В Аграханский залив, в Кизлярский, Мангышлакский, в Казахский залив. Так. Вообще в школе географию любила. Ну, заливы. Если Терек берет свое начало в горах Грузии, протекает через Северную Осетию, Аланию, оттуда так, в Кабардино-Балкарию, через Чечню, не через Ингушетию, Чечню и Дагестан, то ближе к Дагестану какой залив Каспийского моря? Кизлярский. По-моему, право на ошибку. Да. Почему-то кажется Аграханский залив. Может, так и есть. Да, Аграханский. Аграханский? Это окончательный ответ? Да. Река Терек многочисленными потоками впадает в Аграханский залив, формируя обширную дельту. Абсолютно верный ответ. Камил, поздравляю, вы абсолютный победитель. Небольшой подарок от телекомпании. Спасибо большое за приглашение. Вопросы действительно были очень хорошие, и, в принципе, мне все очень понравилось. Камил, спасибо, что приняли приглашение, пришли, было, что вы победили. Спасибо за интересную игру. Делай